Виктор Орбан снова тянет Европу к капитуляции. Кремль изобрел свою бучу в Курской области, а поляки массово готовятся воевать. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Иностранцы в российской армии. Новая схема отлова людей за границей. Новые удары по России. США готовят сюрприз, который мало кому понравится. Армия дронов Лукашенко. Зачем диктатору такое количество беспилотников? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Виктор Орбан снова подбивает Европу сдаться. Ставка на войну была ошибкой, говорит он. По его словам, эта идея не работает, и рано или поздно все равно рухнет. И лучше признать это сейчас, чем позже. Без США у Украины нет шансов даже удержаться на своих оставшихся позициях, не говоря уже о том, чтобы что-то вернуть. Я подумал, что с новым американским президентом все поймут, что наша единственная задача и единственный выход — поддержать его мирные усилия. Нарастает серьезный военный психоз, направленный не на поддержку американцев, а на реализацию независимой европейской военной стратегии. Считаю, что это безнадежно. Орбан призвал Брюссель выйти на другой путь, туда, где уже стоят США, Словакия, Венгрия и Ватикан. Это он сказал. Те, кто якобы хотят не новой бойни, а большого мира. Видимо, очень обиделся Орбан на то, что на похоронах Папы Римского Франциска его поставили аж в 5-й ряд мировых лидеров, а Зеленского в 1-й. Может, не прямой ответ именно Орбану, но точно вовремя свое мнение высказала лидер британской консервативной партии Кеми Баденох. Говорит, любое мирное соглашение, при котором Украина уступит территории, будет только наградой за агрессию Путина. И это интересно. Насколько я понимаю, он, Трамп, сказал, что, похоже, Россия водила его за нос или что-то в этом духе. И если это действительно так, то это очень позитивный сигнал, и мы приветствуем его. Было действительно обнадеживающе увидеть, как он разговаривал с президентом Зеленским в Ватикане вчера, после той ужасной пресс-конференции, где Зеленского унизили. Думаю, мы все должны радоваться появлению таких положительных сигналов. Россия снова запускает фейки. Кремль пытается выдумать собственную бучу в Курской области. На фоне заявления о взятии под контроль всего региона российская пропаганда начинает массово распространять ложь о якобы расстрелах мирных жителей украинскими военными. Ни одного реального доказательства, только слухи и пересказы с чужих слов. В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины объясняют, Кремль сознательно подогревает истерию накануне 9 мая, чтобы вызвать у россиян ассоциации с нацизмом и усилить поддержку войны. Цель кампании – мобилизировать население России в поддержку войны, оправдать собственные преступления против человечности и создать фейковый аналог Бучи на российской территории. Кремль стремится любой ценой усилить общественное одобрение агрессии в отношении Украины и скрыть свои провалы. Между тем, на момент заявления Путина о якобы победе силы обороны Украины продолжали удерживать более 30 квадратных километров в российской Курской области. Но Кремль, как обычно, выдает желаемое за действительное. Фейки, страх и ложь – все, чтобы скрыть собственные провалы. Много знаем примеров, когда российские солдаты, они могли проникать в оспариваемый населенный пункт, где-нибудь там помахать флагом, снять это на видео и потом оттуда сбежать. А заявить при этом, что поселок там все под их контролем. А потом оказывается, что нет ничего подобного, и украинские силы отбили его обратно. Таких примеров уже было много, и это напрямую связано с устоявшейся практикой в Минобороны России, то, что называется заявление в кредит. Как иностранцы попадают в сети российского Минобороны и из этих сетей прямо на фронт. Британская разведка все посчитала. С апреля 2023 до конца мая 2024 Москва завербовала более 1500 бойцов со всего мира. Самое большое количество из Южной и Восточной Азии – 771 человек. Дальше бывшие советские республики, там 523, и страны Африки, из них 72 человека. Иностранные граждане почти наверняка составляют очень малую долю от общего количества новобранцев в вооруженных силах России, поскольку значительно больший акцент делается на рекрутинге внутри России. Людей заманивают деньгами и обещанием российского гражданства. Вербовка идет несистемно. Все ради того, чтобы скрыть катастрофические потери на фронте без объявления новой мобилизации.
Поляки массово идут на военные тренировки на фоне растущего страха перед войной. В эти выходные в Польше снова прошли занятия в рамках программы «Тренируйся с армией». За один день гражданские учатся обращаться с оружием, защищать себя, выживать в экстремальных условиях и оказывать первую помощь. Программа действует с 2022-го, и интерес к ней только растет. Инструкторы отмечают, многие молодые люди после таких курсов уже идут в военкоматы и записываются в армию. Я думаю, что желание узнать о том, что мы делаем, геополитическая ситуация за пределами наших границ и неопределенность, с которой мы сталкиваемся сегодня, все это заставляет людей хотеть испытывать и увидеть, что может ждать их в будущем и с какими проблемами им, возможно, придется столкнуться. Премьер-министр Польши Дональд Туск недавно анонсировал новый масштабный проект. С 2025 года планирует запустить добровольную военную подготовку для всех желающих. Цель — обучить 100 тысяч человек к 2027 году. После начала войны в Украине Польша увеличила расходы на оборону до рекордных 4% ВВП. Это самый высокий показатель среди всех стран НАТО. Польша готовится, и времени на раскачку уже нет. Ну а США готовят новый удар по России. Сенатор Линдси Грэм напомнил о законопроекте, который может ввести вторичные пошлины на нефть, газ, уран и другие российские товары. Грэм поддержал президента и подчеркнул, если Россия не согласится на честный и прочный мир, Сенат готов действовать и сделает это подавляющим большинством голосов. Что касается дополнительных санкций в отношении путинской России, я представил законопроект, поддержанный почти 60 членами обеих партий, который предусматривает введение вторичных пошлин на импорт нефти, газа, урана и других продуктов из России. Заявление прозвучало сразу после того, как президент Дональд Трамп резко раскритиковал последние удары России по украинским городам и публично усомнился, действительно ли Путин хочет закончить войну. Трамп пригрозил Москве новыми санкциями, правда со знаком вопроса, и в своем посте в соцсети Truth Social. Сделай это за то, что он сделал, в свою очередь, ударами по гражданским объектам Украины. Просто введи эти несчастные санкции, которые уже сейчас ни на что не повлияют. Вот для меня лично банкинг и вторичные санкции на остановку войны не повлияют. Я понимаю, предлог будет такой, если мы сейчас их введем, то Путин в себя уйдет, замкнется, и вообще война продолжится, и наша миссия будет провалена. Такой удар как бы откинет нас в переговорном процессе на начальную точку или за нее. Но я хочу сказать, что и другие действия не сильно приблизили к договоренности. Напомню, на прощальной церемонии с Папой Римским Франциском состоялась личная встреча Трампа и Зеленского. Прошла она на фоне растущего давления США на Киев. Вашингтон хочет добиться окончания войны, но на своих условиях, которые больше похожи на московские. Новые санкции против России могут стать реальностью гораздо быстрее, чем кажется. Но в Кремле резко заговорили о совпадении позиций с Белым домом. После громкого заявления Дональда Трампа о Крыме, но это было еще до полета Трампа в Италию и до его слов о том, что Путин им, скорее всего, играется. Наверное, в Кремле таки решили подстроиться под риторику 47-го президента США, чтобы потянуть еще. Работа продолжается. Сейчас предварительно говорить о каких-то условиях, и работа эта не может вестись в публичном формате. Она может быть только в дискретном формате. В интервью The Time президент США заявил, Крым останется за Россией в рамках мирного соглашения с Украиной. По его словам, это понимают все, даже Владимир Зеленский. Поговорил он с Зеленским, написал одно. Завтра Витков приедет из Москвы, тоже который связан просто по бизнесу с российским олигархатом, и будет ему нести эти нарративы, которые Путин продвигает. И мы увидим от Трампа совершенно другие какие-то заявления. Про Трампа — это абсолютно ненадежный партнер, от которого можно ожидать в каждый момент чего угодно. Это ни к чему не приведет. Это будет только болтовня и хаос. Беларусь снова закупает дроны, теперь на $3,3 миллиона. Как сообщает телеграм-канал от Винта, большая часть закупок — это китайские беспилотники. Среди них FPV-дроны для ударных задач и разведывательные дроны. Последние оснащены тепловизором, лазерным дальномером и системой автоматического поиска целей на базе искусственного интеллекта. То есть дрон сам находит тепло, движущихся людей и технику. Есть и загадочная позиция без конкретных деталей. Помимо китайских моделей, Минобороны Беларуси активно покупает российские суперкамы и свои собственные Беркут-3. На этом фоне Лукашенко подписывает новый указ. Теперь силовики смогут завозить дроны в страну по упрощенной процедуре, а продажу беспилотников в Беларуси обязали заранее согласовывать.
Ирландию захлестнули антимигрантские протесты после жестокого нападения на школьника. В городе Дандолк банда мигрантов в возрасте 18-19 лет, вооруженная мачете, повалила 14-летнего подростка на землю и забивала его толпой. Местные источники уверяют, нападение было расистским. Когда проезжавшая мимо женщина попыталась спасти парня, приезжие набросились уже на нее и попытались угнать ее машину. Сейчас избитый школьник в госпитале. После случившегося Ирландия взорвалась. В Дублине на улицы вышли более 100 тысяч человек с ирландскими флагами и требованиями «приезжие, убирайтесь домой». Протесты охватили и другие города страны. Люди в ярости. По данным переписи, мигранты уже составляют 20% населения страны. Это более миллиона человек. Многие живут в палаточных городках прямо на улицах. Летом прошлого года в Ирландии уже вспыхивали протесты и поджоги центров приема беженцев. Теперь накал в обществе становится еще выше. Письмо с «Титаника» ушло с молотка за 350 тысяч евро. Открытку написал пассажир первого класса Арчибальд Грейси IV, один из немногих, кто выжил в катастрофе. В своем послании он писал очень осторожно. Это прекрасное судно, но я дождусь конца путешествия, прежде чем судить. Аукцион прошел в британском Уилтшире, стартовая цена была в 5 раз ниже, лот забрал частный коллекционер из США. Грейси спасся, забравшись на перевернутую шлюпку, но вскоре умер от последствий переохлаждения. Его книга «Правда о Титанике» стала одним из первых рассказов очевидцев трагедии. Ну а я напомню, что новый «Титаник» отправляется в свой первый рейс в 2027 году по маршруту затонувшего оригинала из Саутгемптона в Нью-Йорк. Австралийский миллиардер Клайв Палмер снова запускает этот проект. Палмер обещает построить корабль почти такой же, как легендарный «Титаник», 3 класса, аутентичные наряды и меню, но и с современными системами безопасности. Будущая копия будет чуть шире оригинала, и на ней поместится 2345 пассажиров. Строительство обойдется ему в $1 миллиард. Предыдущие попытки закончились провалом, а трагедия батискафа «Титан» в 2023 году добавила скепсиса к любым проектам, связанным с названием «Титаник». Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.